Ребят, всем привет! Рад приветствовать на своем канале. Ну, деревенские будни, ребят, самоизоляция. Многие сейчас все сидят дома, скучают, бьют по клавишам, разрывают интернет, ребят. Ну, в деревне есть всегда чем заняться, потому что деревенская жизнь, ребята, она такова. Вода, дрова и так далее. Тем более, ребят, с пришедшей весны делов во дворе вот куча, просто куча, ребят. В данный момент нахожусь у мамы в деревне и есть чем заняться, ребят. Ну, небольшой такой выпуск, ребят, чтобы выйти на связь, сказать, что все хорошо, все нормально. Готовимся, ребят, к рыбалочке, все здорово. Сейчас немного, ребят, растолкую, чем занят. Просто по многим комментариям отвечу, потому что помимо сезона всякие были комментарии вот в плане вот этой деревенской жизни. И сейчас немного раскидаю, ребят, каждый комментарий по полочкам. Я думаю, кому-то будет интересно, так что давайте со мной, погнали. Самое основное, ребят, чем я занимаюсь, это постройки гаража для мотособаки. Время сейчас как раз есть свободно очень много, с рыбалкой не получается, так как вода выходит из берегов. Ну, ждем небольшой спад и сразу за наливом, ребят. А пока вот так, ребят, так получилось, что живем не в своем доме, как бы квартирный дом получается и двор общий. И вот тут немного у меня пошла стройка. Заказал материал, ребят, всякий разный. Червонец бабок пришлось отдать, тут немножко подзаказал, ну так прикинул примерно, что надо. Собака стоит, скучает, ребята, вот таким макарчиком пока. Последняя ходка прям сюда и заехала, вот она тут стоит, накрытая. И гараж буду строить возле дровяника. И дровяничок совсем вообще плоховат стал уже у мамки, и вот решил его подшаманить, так скажем. Вот разобрал полностью стену. С мамкой вытащили все дрова. То, что были в дровянике, и то, что по весне, ребят, кололи, помните, да, кто многие со мной. Вот таким образом они пока валяются. Ну, поменяю здесь стены. Сделаем полы, потому что вообще все сгнило. Поменяю столбы. Вот, пришлось баланса заказать, вот там уже шкуранул. Вот лежат. Ну, здесь сделаем марафетик. А здесь сбоку, ребят, буду делать от бани, получается, с дровяничком наш гараж для мотособаки. Ну, я думаю, быстренько мы смастерим, нормально будет. Ребят, выезд у меня здесь по огородам и сразу на реку. И здесь хочу сделать заезд, не знаю. В этом месте, возможно, будет гараж, а дровяник удлиню к бане и будет вход с той стороны, вот вместо этого. И все покажу, ребят, в дальнейшем. Кому интересно, пишите, ребят. Обязательно сниму, покажу все, что как получится. Ну, такого капитального гаража, конечно, ребят, не будет. Ну, конуру, будку для тофика, ребят, мы сделаем. Собака, ребят, полностью доволен. Все шикарно. Отъездила сезон, ребят, просто капитально. Давал ей жару. Каким только образом. Все нормально, все доволен. Могу показать, ребят, как стер склизы. Местами вообще осталось вот миллиметра 4. Жестко. Вот ставил такие ставни железные, одна оторвалась у меня. Но это ничего страшного, это все продается. Летом мы и займемся уже ближе к осени. Я буду готовить его. А так сейчас сделаем гараж, ребят, и законсервирую мотособаку. Будет стоять у меня лето. Лето у нас короткое, небольшое, зима длинная, так что особо ему грустить не придется. Погода опять испортилась. Были такие теплые денечки, а сейчас ночью опять до минус 5. И днем такой сильный ветер и со снегом, ребят, вот такая погода. Вот сейчас в данный момент идет снег, ветер очень сильный. Короче, погода, ребят, неважная. Ну, работать можно, ребят, ничего страшного. Сани, то, что вот стояли там сбоку, все мешается. Так и не получилось, ребят, показать мне вот эти сани на колесах. Помните, ребят, в каком-то видео я показывал, что заказал вот эту раму, получается. Колеса будут машинные. Ну, я думаю, в будущем, летом, получается, по суше будет, я, ребята, по-любому соберу и покажу, и даже куда-нибудь сгоняем, я думаю. Потому что у меня здесь сразу недалеко можно выехать на болото и просто дать жару по болотам, просто прокатиться, посмотреть. Обязательно все это приготовлю и покажу, ребят. Так что нормально все. Штука классная. Посмотрим, что да как она себя покажет. Возможно, где-то будем применять ее, допустим, когда мало снега или, допустим, уже вот по последнему снегу. Штука клевая. Ребят, занялся сетями, достал сеточки. Сейчас вот чищу, калибрую.
Хочу съездить, ребят, пожить в лес. Не знаю, возможно, на недельку даже. Я думаю, будет здорово. И еще какой плюс, ребят, охота открылась. То бишь дали разрешение охоте. Пацанам всем респект огромный, кто законнектировался. Это благо, ребят, блогерам. Это все зависело от них. И пацаны сделали красиво. И дали у нас в Коми охоту. Так что на водоплавающие мужики походятся. Но я не охотник. Многие я уже отвечал на комментарии, почему я не охочусь. Ну, в будущем, ребят, конечно, ружье со мной. Это без вариантов. Калибрую немного сеточки. В Коме, ребят, у нас на сети разрешено рыбачить. Просто надо энное количество сетей и, соответственно, ищу. Вот достал, чищу сейчас, соберу. Ну, буду жить в лесу и покидаем, ребят, немного на поесть, чтобы свежая рыба была всегда с нами. Так что скоро, ребят, на каналах, я думаю, будет здорово. Вот такие, ребят, пока движения у меня происходят. А жду, ребят, спад воды и срочно поедем за налимом. Ну и вот потом в целом, ребят, хочу съездить, пожить неделю просто так для себя. В тайгу, не знаю, куда заброшусь, ребят. Ну, что-нибудь попробую придумать. И для себя хочу как бы попробовать так. Взять по минимуму, просто, ребят, двигаться. Там, собирать березовый сок, там, готовить, ребят, рыбу, кушать, короче. Вот как-то так. Ну, ребят, сегодня собрал вас не за этим, а позвонил у меня сослуживец мой, кореш просто близкий, ребят. Мы с ним в одну ногу просто шагали и 7 месяцев, ребят, были в таком интересном наряде. Но это наша тема, ребят. И приехал он, ребят, в деревню. И вечером мы хотим словиться, посидеть, пообщаться. Я уже 1000 лет его, ребят, не видел. Ну, конечно, ребят, как же без немного посидеть и что-нибудь вкусненького покушать. Встречался с мужиками, мужики поднимались до изб, смотрели обстановочку, ну, готовятся к сезону, заготавливают дрова там и так далее. Тоже немного сеток покидали и немного привезли рыбки и угостили меня, ребят. 6 хвостиков молодой щуки мне они подогнали. Вот сейчас недавно почистил ее. Готово к употреблению. Ну, конечно, закопчу, ребят. Вечерком посидим, сходим в баню. Короче, будет здорово, ребят. Так что сейчас малейшие дела тут закончу. И вечером словимся и закомтим, ребят. Так что будет здорово. Корешка своего, да. Все путем, всем привет. Так, мальца накинули, поляночки, сейчас щучку покоптим. Ну что, ребят, коронавирус, сейчас сидим. Сколько лет, сколько зим. Сейчас мы бахнем за всю мазуту. Давай, братский, делай красиво. Как мы с тобой там на этом КПП службу несли. Никакая дичь мимо нас не пролетала. Давай, братан. За всю мазуту. За 48 905. О, хорош. Все, оттасом. С нами, братан, весело. Най. Так что давайте, приезжайте все сюда. Все будет ништяк. Да погоди, стой! Где, погоди, стой, сейчас, подожди. Где вот этот засранец, блядь, вот этот, блядь? Ребят, ну вот такой вечерок у меня. Человека реально 1000 лет не видел, ребята. Ну, поэтому, как объяснить просто, мы как с ним вот в армию заехали, просто дослужились до сержантов, ребят. Ну, делали красиво, ребят. Ну, армейские друзья. И здесь второму, третьему звоню по видеосвязи. Он сейчас в Краснодаре. Тоже земляк мой, короче. Ребят, такие дела. Ну, вот, сидим, выпиваем, ребят. Коронавирус, родные. Все, ребят, как-то так. Так что давай им не болеем, родные. На связи. Что, братский, тебя сделал? Сейчас замутим, надо выпить, закусить. Да, так снимай. Щик. Вообще оттас, щука. Отменная вообще. Копчененькая.
Ребят, всем привет. Апрель месяц, самоизоляция. Ну, мы в деревне не скучаем, ребят. Вчера вечером поставил пару сеточек. Недалеко у нас тут заливает. Местные ставят, и чисто ради эксперимента, ребят, тоже покушать свеженькой рыбки. Поставил вчера пару сеток. Вечером сегодня приехала Лариса Юрьевна. Всем привет. И хотим, ребят, проверить, что да как. Может, что-то попалось у нас. Яча крупная, ну, мелочь на мелочь как бы не ставили. Соответственно, как бы еще зимняя рыбка есть у нас. Ну, рыбачим круглый год, так что даже в межсезонье мы на реке, на воде, мы в деле, ребята. Остановились в таком местечке, интересно. Ну, буквально, ребят, 300 метров дом родительский. И вот эта пойма залита от реки. Ну, там местные ставят, рыбачат. Ну, я к сетям нормально отношусь, ребят, так что у нас в Республике Коми разрешена рыбалка на сети. Ну, соответственно, есть какие-то определенные мерки. Это яча, метраж и так далее. Ну и на каждого человека определенное количество. Короче, ребят, погода отличная. Хотим так немного порыбачить, так скажем, и посидеть просто на берегу, отдохнуть. Костерок разведем, короче, кайфанем, ребят. Так что давайте с нами, погнали. Залива, так скажем. Вот здесь такое местечко, его заливают. Вот у мужичков стоят лодки, здесь они кидают сети. Ну, я решил тоже закинуть, тем более от дома, ребят, не совсем недалеко, покушать свеженько, почему нет. Лодку вчера не спускал, так и пришел с ней надутой. Ну, немного подкачать, у меня здесь дырочка небольшая, вот спускает один баллон. Этот еще более-менее, хотя тоже клееный. Сейчас быстро подкачаемся и отправимся в путешествие, ребят. Сколько, Ларис, весишь? У нас лодка одноместная, так что Как бы я в курсе. как-то надо уместиться будет. А мы что с тобой не улетаем? Так, ты куда сядешь? На баллон или на сиденье? На баллон? Точно, люди отталкиваются. А, да? Но, А я как это сделаю? ну, у тебя же сапоги. Давай еще. Чуть-чуть. Все, все. Все. Ноги этот. О. Все. Погнали. Ребят, мы на воде. Конечно, много не ругайте, то что без пажилетов. Здесь, во-первых, нет течения. Ну, как бы не столь страшно, потому что это не река. Ну и мы аккуратненько так. Сегодня погода вроде не такая ветреная. Вот вчера ставил в одного сеточку. Вчера был ветер серьезный. Ну, мы как-нибудь потихонечку, помаленечку. Лариса на веслах, а я буду проверять. Ну, попробуй туда-сюда. Вот. Туда. То бишь, этим веслом можно и повернуть, и в обратку развернуть. Андрей, поняла, я да? как-то знаю, Ну, я просто тебе сразу просто небольшой я сижу, инструктаж. Сижу просто. У нас течение несет туда, сетку будем проверять прям по ветру, потому что я ставил 2 бутылки по концам, я поставил специально. Если проверял бы один, то я пользуюсь ветром, получается. Веслами вообще не работаю, меня ветер тянет, и я держу за сетку и проверяю. То бишь, если ветер с той стороны,
я подплываю к тому концу. Если с этой стороны, то я с этой стороны. Ну а если боковой ветер, то извиняйте. Уже как-то подгребаете. Обкатать. Подгон от Вади. Многие помните. Вот такой аппарат. Сейчас уток будем смотреть. Что себе такие линзы, смотри. Да, серьезные. Ой, красота. Классно. Хочешь посмотреть? Конечно, хочу. На, посмотри. Сфокусируйся и поймешь потом все это дело. Мне ресницы мешают. О, теперь вижу бутылку. Видишь? Да. Вот туда и газуем. Держи курс, капитан. Есть. Стоп, машина, есть, командир. Я сажусь на нос, потому что здесь буду проверять. Вот так вот. На коленочки тут стану. Вот наша бутылочка, ребята. Как бы ни от кого не прячем. Все, Лариса, тормози. Сейчас я буду держаться. Ни от кого не прячем. Веревка и сетка. Так, сейчас нас ветер понесет. Сейчас тут непонятно. Чуть-чуть натянуть надо будет потом. Чуть-чуть будет надо натянуть потом конец. И все, и вот так потихоньку, помаленьку пойдем. И будем смотреть. Не знаю, что-то тут. А, тут щука. Запутала эту сетку. Сразу в конце я думаю, что такое. А у нас тут щучка попалась. Теперь тормози в обратку. Да, потому что течение сейчас будет нести. И чтобы не натягивать сетку. Понимаешь, да, о чем речь? Сетка, ребят, 40-ка. И получается небольшая щучка. Вот, грубо говоря, 3 метра делает в дугу. Сейчас я отключусь быстренько. Ну, вот такая щучка не крупная попалась. И сейчас, ребят, надо подраспутать маленько. Вот что она вот делает с сеткой. Ну, сетка простая. То бишь, вот она закрутила тут маленько. Сейчас немного подраспутаем. Рез, дай тут чуть вперед. О, хорош. Все. Давай теперь назад чуть. Потом к бутылке подплывем, натянем. Потом к бутылке подплывем, натянем. Все, хорош. Сейчас я по сеточке пойду смотреть. У нас тут еще чуть туда стянуло просто. Ну, яча крупная, специально, чтобы вот плотву для вот этого не ловить. Так, покрупнее поставил. В самом конце попалась, видишь. Ну, сети чистые, вон, смотри. Травы не особо много. Так, есть немного мелочи. Здесь уже есть небольшое течение, небольшое. Видишь, прошли уже какой участок, а все говорят, что вот сети, рыбу все перелавливаете. Ну, как бы ругаются. Многие, я знаю, что многие вообще не понимают это. Да и не особо удовольствия ты не получаешь, конечно, от рыбалки. Просто поставил там, грубо говоря. О, карась. Да ладно. Караси вышли, да. Ой, ничего себе. И вот конец сетки у нас, вот вторая начинается, ребят. Смотрите. Карасек попался. Здесь старицы есть недалеко. Вот они скрываются. И хотел я карася давно поймать, поесть. Потому что у нас, ребят, на удочку его не половишь. Только весной и только на сетку попадается. Красивый карасик. Живучая, очень классная рыбка. Красивая.
Попробую через протянуть. Ну, протянул. Вот такой карасик. Он не этот, как я. Есть золотые, есть серебристые. Так, ну все, тут у меня груз получается. Да. Все. И вторая сеточка. Что-то как-то нас развернуло, непонятно. Не туда, куда надо. Туда сможешь отплыть, дотянуть? Ну, понял, что не сможешь, да? Вот так надо как-то? Ну, как-то так, да? Смотри, конец второй сетки, да? А у нас 2 рыбки. Не, ну эту сетку видно, в конце что-то перекрутили все вообще. Быстро проверили, знаешь, так. Давай, давай еще ходу. Девушка с веслом. Нормальная штука. Знаешь, такой, да? Все. Вот такая проверка у нас. Вроде 2 сетки там. Приличное расстояние, а 2 рыбки всего лишь. Ну, со второй сеткой непонятно было, что-то вся перехлестнутая была, как будто проверили, так, знаете, безалаберно. И выкинули обратно. Ну, пускай на их совести, скажем, будет. Ну и ход рыбки еще маленький. Ну и может говорит о том, что, вот, допустим, в начале сети стоят, сбоку сети стоят. Короче, ребят, сетей много. Ну, мы свою рыбку поймали, и то ладно. Сейчас куда-нибудь заплывем на какой-нибудь местено. Костерок сделаем, короче, посидим. Че, рыбы не видаешь? Нет. Так холодно еще, вот, рыба не идет, понимаешь, ночью -5. Вон, ребят, смотрите, сколько уток, ну, на камере не видать, но вон. И у нас открывается охота буквально через 5 дней. Вот канонада будет здесь, ребята. Живем здесь рядышком с заливами, и ночью просто бум-бум, точнее, вот только рассветает, и канонада начинает. Сейчас я подтащу, сиди. Что, карасика не отпустим? Карасика отпустим, да, Лариса предлагает жизнь ему спасти. Красивая рыба. Карася видел когда-нибудь? Когда-то очень-очень давно. Ну, давай. Пускай живет. Пускай вырастает вот таких размеров. Вот. Все, побежал красавец. А щуку мы что сделаем? Пожарим. Съедим? Конечно. Ну, зверюги, а. Ловят и едят. Ну, как якуты прям, слышишь? Так, сиди. Сейчас я вытащу. Подтащу тебя. Карась пускай, да, растет. У кого-то карася море за рыбу не считают. А мы прям радуемся ему. Ну, караси вот таких ловят, да? Да. Все. Добро пожаловать. Сейчас в данный момент здесь залито, слышишь? Сюда попадешь только на лодке. Вот только вот в это место я имею в виду. Сейчас пойдем, ребят, куда-нибудь сходим там. Кстати, в Сыльском районе два укуса клеща. Слушай, Куратова и еще какая-то деревня. ну мы с тобой приедем. А, это не грозит, да. Бинокль. Щука наша будет съедена. Слышишь, как промысловики. Поймали, съели. Вот, кстати, тут церковь видно. С этой стороны можно в бинокль будет посмотреть. Ладно, сходим, ребят. Сейчас место найдем. Кора нам понадобится. Удочки там сели. Прям под берегом. Сейчас попробуем поднять. Вон они, смотри, плывут. Видишь, черная? Вон, видишь, смотри, ходят. Ага. Ходят. Это ты ходишь. Они плавают, пошли. Нету, может, видишь? Погнали, красавицы. Там еще сидит одна. Вон здесь место, ребят. Пенечек. Здесь костерок и сделаем. Че, Ларис? О, мусор сожгем как раз. Давай. Помогай. Дровишки готовим. Собирать что-нибудь. Занимаемся собирательством, слышишь?
Вон какие-то дощечки. Как раз. Что, ребят, пойдем к реке, разделаем нашу щуку. Да вон маленькую возьми. Она длинная, плоская. Нормально, пойдем. Ребята, вот эти дырочки, это пацаны, молодежь, купили вот эти дешевые металлоискатели. И ходят, пикают и собирают, что. В принципе, неплохо. Они кучу потом делают. Потом у кого-то родители там, у кого техника есть, привозят, трактором заезжают и вывозят. Ну вот, ребят, такие разливы. В прошлый раз, когда я ходил, вам показывал, вот я там еще по берегу гулял. Помнишь, здесь пересекали? Да. Вот этот подъем. Где нырнули. Где нырнули, вон это место. Ну вот. Ладно, сейчас щуку почистим быстренько. И пойдем костер делать. Поглубже можно быть. Ребят, здесь вот открытая земля, там и сделаем костер, чтобы никого здесь не поджечь. Вот здесь и сделаем. Баллон взял специально. Думаю, мало ли коры не найдем. И где-то у меня здесь горелочка должна быть. Здесь она, родимая. Разгорится. Да, давайте сейчас, ребят, замаринуем щуку сначала в пакете, как шашлык, чтобы она была у нас вкусная, сочная. И мы ее с риской хотим с 4 сторон пожарить. Короче, ее просто зажарим капитально. Ничего интересного. Все те же специи, ребят. Сейчас лимончик будет. Блин, ветерок, конечно, здесь. Надо, мол, какой-нибудь. Что, туда выдавливаю? Вот так вот. Сейчас она аж побелеет от сока. И специи, ребят, в пакетике сделаем. Все. Специи можно не жалеть. То бишь не пересолишь, не переперчишь. Такие самые то. Знаешь, чтобы вкуснее было, знаешь, что надо сделать? Да? Удивить. Надо двумя потрясти. Чтобы вкуснее, надо двоим потрясти, понимаешь? Ну, в пакете, ребят, быстро маринуется, моментально. Классно. Ну что, та же моя сковородочка. Правда, Лариса Юрьевна хочет подогнать мне новую. Да, Ларис? Да. Или ты уже передумала? Да нет, конечно. И сделаем, ребят, на сливочном. Он будет просто красота. Вкусняха будет. Сливочное сейчас растопим.
Это, ребят, не выбрасываем, это уносим домой. Сейчас растопится здесь маслицо у нас. Что мне нравится сковородка, она очень тоненькая. Просто готовится моментально. Просто за количество моих походов она деформировалась вся вот, и уже дно такое выпуклое стало, и неудобно уже готовить на ней. А так-то сковородка пригодная еще, в принципе. Ребят, смотрите, у меня вот бродни, вот мы сейчас с Ларисой развели разговор, у меня бродни вот не хватает на сезон и рвется, вот получается, вот именно как раз на шве, на вот этих местах. То бишь не все целое, ни дырка, ничего, просто на изгибе она протирается. Вот дырка, и вот, то бишь забродники уже все, они в минус. Каждый год покупаю все новые, разные уже пробовал, и подороже, и подешевле. Ну, все равно на изгибе, вот, пожалуйста. То бишь, даже далеко ходить не надо. Ладно, на одной, а тут на двух. Неправильно сделал. Немного, ребята, надо как-то, да, дорабатывать. Да, конечно. То бишь, на коленочке-то они как будто сделали потверже. А здесь... Были бы повыше вот так, да, с коленками. И здесь спускались бы. Может быть, да. Ну, нормально бы было. Ну, согласен. О, маслица-то, слышь. Рыбка аж плюхаться будет. Огонь. Погнали наших городских поближе к деревне. Сейчас мы зажарим щуканзу. Вот как раз сковородочка. Без головы и без хвоста. Все на наш импровизированный такой костер. Костром просто не назвать. Ну, нам лишь бы, чтобы приготовить наше блюдо. А так-то нам костер не нужен. Что мы и хотели с Лариской зажарить просто прям, да? Да. Лариска. А масла мало было. Сгорело немножко. Ну это, короче, масло просто сгорело, да, так понял? Да. Ну все, сейчас минута и снимаем. Я вот так прилягу. Уже немного подсохло уже. Давно хотелось поваляться уже на земле матушки. Вот такой у нас ужин, так скажем. Потому что вечер, уже в 5 часов вечера, и мы покушаем щуку. Вообще недавно пойманную. Здорово, че. Ну так, проводим время на самоизоляции. Сливочное масло делать еще. Да? Буду как бы использовать. Но надо все равно растительное. Ну, буду знать, да. Угу. Классно, круто. Просто тает, слышь. Да? Это, скажем, не налим, но рыба тоже достойна. Тем более небольшая. Сколько не было? Грамм 600, наверное. Очень вкусная. Молодая, очень вкусная щука, конечно. Килограммов 6, конечно, она уже не такая. Но очень, ребят, здорово. Так что что? Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Давайте, ребята, с нами тоже, за компанию. Классно. Ну что, родные, мы поужинали, вообще здорово. Наше место, ну, чистенько собрали, тут даже мусор с Лариской. Все, пойдем к дому. Сейчас нам переплаваемся и домой, ребята. Топить баню, отдыхать. Так что, ребят, всем желаю вот таких движений, потому что, ну, это классно, ребят. Да, кто-то же сейчас в каменных джунглях сидит и не может выбраться никуда. А здесь в деревне как-то нормально. Хоть и самоизоляция, ребят, ну, классно. Ладно, ребят, идем к дому. Так, ну что, таким же макаром, Ларис? Оттолкнешься?
Я, правда, в забродниках. Может, сядешь тогда, я тебя посажу. Сам залезу через нос. Ага. А я должна присесть? Нет, на баллоны садись. Ага. Правда, тоже забродники, как сапоги. Надо срочно покупать. Сейчас к сезону. Оп. А рюкзак не буду снимать. Ну все. Ехаем. Ехаем до дому. Он как раз ветерок поднялся. Нормально успели.